логике Зеленского есть, ну, может, не совсем его логика, но можно так сравнить. Есть верховенство закона, а есть верховенство права. Да, вот право — это позиция общества, как скажем, общественная справедливость, которая нарушена. Но, может быть, формально закон и не нарушен Конституционным судом. Во-первых, ну, это чистой воды манипуляция, потому что на основании чего кто-либо может говорить от имени народа, от имени общества. Проведены какие-то социологические исследования, проведен какой-то референдум, проведена разъяснительная кампания. Ничего этого не было сделано. Вот просто голословное заявление. Народ хочет, народ требует. Это первое. Ну, как он говорит, за то, что мы стояли на Майдане. Ну, особенно он стоял очень много на Майдане. Лучше бы молчал уже, мерзавец. Что касается дальнейших возможных сценариев. Ну, их много разных. Если, например, парламент соглашается, то автоматически те депутаты, которые голосуют за, они заведомо становятся соучастниками преступления. Ну, там же коллективная ответственность. Да, больше. да, согласен, да. Тем не менее, она есть. И нравится кому-то это или не нравится, но у меня нет сомнений ни секунды, что ныне действующая власть в лице президента и некоторых членов правительства, членов офиса президента, работников правоохранительной системы, они уже себе заработали на долгие годы криминальных дел в отношении этих людей, в том числе и непосредственно сам президент Владимир Зеленский. После окончания каденции и завершения процедуры неприкосновенности у меня нету ни секунды сомнений, что его ожидают большие проблемы в судебных инстанциях. Значит, предположим, парламент соглашается, распускает Конституционный суд. Сценарий первый. Конституционный суд отказывается распуститься. Сценарий второй. Ведь слуги народа, они составляют, хоть и монокоалицию себя называют, но они имеют, конечно, перевес в Верховном Совете, но не такой, который бы им дозволил монопольно диктовать условия. Так, То есть того. вторая часть того же самого парламента говорит: нет, а мы не признаем. А мы признаем тот Конституционный суд, который действует. Ну, более того, не вся фракция большинства готова. Я понимаю, я сейчас... Но это еще может привести к расколу большинства. Конечно. Я просто моделирую это ситуацию кризис. в идеальных условиях, если даже вся фракция «Слуг народа» поддержит неконституционное предложение президента. Хотя у меня нет ни секунды сомнений, что далеко не все готовы идти на подобные шаги. Насколько я обладаю информацией на сию минуту, ни одна из сил, представленных в парламенте в виде фракций или групп, вне фракции «Слуга народа», уже не готова поддерживать такие действия, инициативы президента. Ни тот же Майбах, ни Давира, которые время от времени подголосовывали, да, вот они уже заявили о том, что они не будут голосовать за подобную инициативу. Фактически остается надеяться только на свою личную гвардию в лице фракции «Слуга народа». Поэтому я моделирую вот этот вот только вариант. Второй вариант, вернее, продолжение. Если «Слуга народа» не набирает нужное количество голосов, и президент продолжает действовать в заранее выбранном контексте, вот тогда я вас всех разгоняю. Я сейчас не буду говорить о том, что это незаконно, о том, что это неконституционно. Ну, вдруг разваливается коалиция. А ее нету. Ну, большинство. А каким образом? Это только, там есть, по-моему, если я не ошибаюсь, только один путь, если депутаты коллективно начнут подписывать заявление о выходе из фракции. Да, такой сценарий есть. Но есть другой сценарий. Президент, неважно, как его фамилия, президент, должностное лицо, объявляет о распуске Верховного Совета, а Верховный Совет в ответ заявляет: Твой указ о нашем распуске является антиконституционным, мы отказываемся его выполнять и начинаем процедуру импичмента. Может быть, зрители не помнят, но подобный сценарий был в действиях президента Виктора Андреевича Ющенко, когда он попытался распустить Верховный Совет, у него ничего не вышло. А у наших северных соседей
развитие такого сценария, именно такого сценария, было в 93-м, по-моему, году и закончилось в Москве стрельбой из танков по зданию парламента Российской Федерации, когда Рудской, вице-президент в тот момент, истерически звонил по открытой связи и просто умолял всех, кто помнит его по Афганистану, поднимать самолеты, вертолеты, бомбить Кремль. Вот это еще Апокалипсис один... вы такой рисуете. Еще раз говорю, ни одного позитивного развития сценария в этом случае нету.